усилить работу по социальным направлениям. В парламенте республики обсудили проект государственного бюджета Якутии. Один из немногих домов в городе жители Якутска экономят на тепле с помощью общедомовых приборов учета. Восстановить историю. Здание Якутского реального училища реставрируют к 2022 году. В эфире новости, в студии Павел Танин. Здравствуйте. Якутские студенты готовы остаться на родине и работать в промышленных компаниях. Выпускники этого учебного года СВФУ уже определились с будущей профессией и даже с компанией, куда хотели бы трудоустроиться. Ребята надеются, что получат желаемую должность, ведь в республике работает приоритетная программа «Местные кадры в промышленности». Недавно вышел указ главы региона Айсена Николаева о социально-экономическом развитии Якутии. Указ рассчитан до 2024 года. О том, какие пункты, касающиеся занятости, прописаны в указе, расскажет Марьяна Кутукова. Почему ты выбрал промышленность? На этот вопрос студенты факультета геологоразведки отвечают мгновенно. Достойная зарплата и работа на природе. Самую интересную практику я прошел в компании АДК. Это алмазодобывающая компания. Работали в прииске «Кристалл». Она находится в Усянском районе. Я работал там 2,5 месяца. Заработал около 200 тысяч рублей. Меня это приятно удивило. В этом учебном году я заканчиваю университет и хотел бы именно пойти по профессии в ту же компанию, где проходил практику. Там обещают достойную зарплату. Алмазы Анабара, АДК, еще десяток промышленных компаний. Будущие инженеры-буровики знают, без работы не останутся. Главное на родине, в Якутии. Сегодня в Якутии работает программа «Местные кадры в промышленность». Молодежь и жители якутских сел проходят обучение и стажировку в 20 промышленных предприятиях республики. В ближайшие 6 лет в эти компании должны быть трудоустроены не менее 20 тысяч якутян. Эту задачу в своем новом указе поставил глава региона Айсен Николаев. Мы эту задачу должны исполнять ежегодно, трудоустраивать не менее 4000 человек. Так? Сегодня в нашем портфеле 20 компаний, с которыми мы ведем тесное сотрудничество, да? Начиная от компании «Алроса», «Колмар», «Якутуголь». Спектр компаний у нас несколько расширится. Так? Я думаю, что совместно и с коллегами Министерства промышленности, Министерства образования и науки, эта задача нам вполне под силу, мы готовы эту задачу решать. В указе о социально-экономическом развитии Якутии до 2024 года Айсен Николаев определил 5 приоритетных задач. Одной из них является трудоустройство якутян. Условия создаются для тех, кто хочет жить и работать в Якутии. Марьяна Кутукова, Григорий Хлопков, Джулстан Иннокентьев, Якутск. В парламенте республики прошли публичные слушания бюджета Якутии. После выступлений участники совещания задавали интересующие вопросы. Постоянный комитет по бюджету рекомендовал усилить работу по социальной поддержке детей и сирот, взаимодействию с органами местного самоуправления по вопросу обеспечения инженерной инфраструктуры земельных участков, предоставляемых многодетным семьям, рассмотреть дополнительное финансирование по предоставлению субсидий в целях государственной поддержки кочевых семей, по финансированию мероприятий по оформлению охотничьих угодий. Пришло время обратить внимание на коэффициент северной надбавки работников, в общем, жителей арктической зоны, которые вошли территориально. Да? Сегодня по этим районам мы видим разные коэффициенты от 1,6, от 1,7, от 1,8, и от 1 к 1. Эти вопросы необходимо изучить, потому что до 90-х годов действовал один коэффициент. И сегодня отток населения от этих территорий говорит о том, что вопросы заработной платы – это актуальный вопрос, которым необходимо заниматься. А экономить бюджет личный помогают альтернативные источники энергии. Об этом говорят предприниматели, а также жители республики, которые используют новейшие технологии. О каких суммах идет речь, расскажет Дмитрий Тымыров.
10 километров от села Владимировка, местность Айбен-Кёль. У небольшой избушки десяток солнечных панелей. Установили в 80-х годах. Энергии хватает для здания научно-исследовательского полигона Института космофизики. Полная автономия. Ученые изучают колебания магнитных полей и электромагнитные сигналы. Полностью все электропитание у нас происходит с помощью аккумуляторов, которые заряжаются солнечными панелями. Они у нас стоят с 80, я даже точно не могу сказать, 80-х годов. В целом суммарная мощность достигает порядка 2,5-3 киловатт. Энергия от панелей питает ноутбук, измерительные приборы, освещение и телевизор. К полигону можно подвести традиционное электричество, но тогда работа ученых на смарку. То есть это уменьшает уровень и помех, которые создаются, допустим, дизель-генераторами или системами электропередач. Сегодня солнечные панели – это не нонсенс. Панели старого образца устанавливались под определенным углом. То есть сейчас швейцарцы придумали свою новую технологию. Новые панели теперь устанавливаются под разным углом и питают солнечную энергию с разных сторон. Тестирует разработку Владимир Сыромятников. Он установил солнечные панели на крыше собственного офиса. Разработчик предоставил их бесплатно. Как влияет якутский холод на оборудование? Показания снимает каждый день. Они на сегодняшний день выдают электроэнергию. Даже бывает, что облачные погоды или туманные погоды все равно выдает какая-то вот энергия. И мы сейчас смотрим, считаем, сколько можно получить энергии в таких условиях. Если швейцарская разработка покажет себя с наилучшей стороны, то ее смогут использовать не только горожане, но и сельские жители. Главное преимущество – экономия. Не только для людей, но и всего региона. Особенно когда в межсезонье возникают проблемы с доставкой энергоресурсов. Дмитрий Тымыров, Павел Пахомов, Якутск, Владимировка. Но технологии постоянно развиваются. К примеру, российские ученые создали устройство, которое одновременно работает как солнечный элемент и источник света. Но для того, чтобы экономить, не всегда нужны инновации. Дом по адресу Павлика Морозова, 2 в Якутске можно назвать уникальным. Он оборудован общедомовым счетчиком тепла. Каждый год управляющая компания проводит корректировку платы за отопление. Более того, эти средства идут на энергосберегающие мероприятия дома. Однако таких домов в Якутске единицы. Далеко не все управляющие компании делают перерасчет, хотя по жилищному законодательству, если многоквартирный дом оборудован счетчиком тепла, то компании должны проводить корректировку платы каждый год. Житель, жилец конкретной квартиры, если он в курсе, что у них в доме установлен общедомовой прибор учета, эту информацию можно всегда получить в своей управляющей компании. Необходимо обратиться в свою управляющую организацию, хотя бы поинтересоваться, есть перерасчет, нет перерасчета. Ну, если в случае получения какого-то, или оставления заявления без ответа, либо же, если, например, сумма перерасчета окажется как-то подозрительно низкой, там пару тысяч, например, то надо обратиться с заявлением к нам в управление Госрежимнадзора. План реставрации здания Якутского реального училища сдвинулся с мертвой точки. Некогда выпускавшее чуть ли не весь свет якутской интеллигенции первой половины 20 века, училище вот уже более 20 лет стоит в заброшенном виде. На реконструкцию 5 исторических объектов города Якутска планируют выделить 266 миллионов рублей. И одно из зданий, которые хотят реставрировать, ныне заброшенное строение на пересечении улиц Ярославского и Кулаковского. Завершить работы планируют к столетию Якутской ССР в 2022 году. Нынче этому зданию исполняется 120 лет, да. И мне хотелось бы, чтобы, скажем так, к правительственной дате 125-летию этого здания наши власти предприняли какие-то усилия, не какие-то усилия, а очень хорошие усилия, чтобы это здание, это наша гордость, этот наш техфак, он к своему юбилею стал вновь опять кузницей кадров, кузницей инженерных кадров, и в конце концов просто красивым зданием здесь в центре города Якутска.
Предпринимателям, занятым в туротрасли, Министерство предпринимательства республики планирует расширить финансовую помощь. Фонд создадут в соответствии с новым указом главы республики Айсена Николаева о развитии туризма. Также разработают территориальный маркетинг с муниципалитетами. Районы начнут предоставлять данные, чтобы министерство понимало, какая имущественная и финансовая поддержка требуется. Об этом заявила министр предпринимательства региона Ирина Высоких в ходе встречи с бизнесменами столицы и районов Якутии. В ходе встречи речь шла также о подготовке кадров для туристического кластера «Северная мозаика». Мы сейчас, кстати, создаем очень интересные образовательные продукты именно для туриндустрии. И для тех, кто только хочет себя попробовать, да, в бизнесе, и для тех, кто уже действует, кому нужно помочь привлечь, допустим, турпоток. Сейчас работаем по популяризации предпринимательства. То есть у нас задача в той же туристической отрасли не только сохранить тех СМП, которые уже работают на территории Якутии, но и приумножить. Накануне в Якутии отметили столетие со дня рождения одного из первых летчиков среди якутян Валерия Кузьмина. Валерий Кузьмин сыграл огромную роль в становлении авиации во всей республике. К этому дню в Алекминском районе прошло много мероприятий, в том числе презентация книги о жизни летчика. А поэтесса Татьяна Емельянова написала стихотворение, посвященное летчику. Подробности далее. Паренек из родного Иняха, где рождает героев земля, словно стер, уметает без страха, оставляя родные поля. В этот день строки, посвященные столетию летчика Валерия Ильича Кузьмина, прозвучали впервые. Кто мог тогда предсказать судьбу паренька из далекого села Иннях? Слово «авиация» в те годы звучало загадочнее и недоступнее, чем сегодня покорение космоса, но он смог и доказал. Стремление и воля сметут все границы. Кузьмин Валерий Ильич вот всей своей жизнью доказал, что вот самое маленькое село Иннях на великолепном природных просторах, таких вот красивейших, обрел крылья и достоин уважения, потому что даже Москва предлагала им квартиру бесплатно, он не взял. Он сказал: «Моя родина Якутия». К столетию знаменитого земляка было посвящено много мероприятий, выставки, встречи, экскурсии в музей, библиотеку. Все это с целью передать память о истории будущему поколению. У нас была презентация подготовленная по его фотографий, в общем-то, много же о нем. У нас в районе музея, у нас в библиотеке есть информация большая. Поэтому материал был собран очень интересный. Дети с удовольствием смотрели. Потом по ходу еще и отвечали, по ходу урока отвечали и на вопросы. Получилось как бы урок истории и викторина. Сегодня сложно найти того, кому не знакома эта великая страница истории не только района, всей республики. Это начало нашей авиации. Это первый летчик нашей, тем более это первый летчик с Алекминского района. Понимаете? И мы именно это ощущение того, что он первый наш авиационный с Алекминска, поэтому мы им, я не знаю, гордость какая-то, может, за него, не знаю. Может быть, в какое-то время, когда мы в свое время заканчивали свою школу, может быть, это в какой-то степени подтолкнуло нас к этому, понимаете, именно к тому, чтобы пойти в авиацию. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. К этой минуте у меня все новости. Оставайтесь на Якутия 24, будьте в курсе главных событий.